Ну вот начнем экскурсию. Мы с вами пришли к месту, где проводятся раскопки с 1996 года. Раскопки были начаты как спасательные, потому что по первой могиле, которую, собственно, раскопали, можно сказать, она центральная, главная, все вокруг этой могилы, по-видимому, происходило. По этому кургану проходила дорога, и вот центральная могила, она была уже в полуразрушенном состоянии. И вот еще большой курган слева, мужская могила, тоже был уже разрушен, причем в 70-е годы, когда проводили вот этот канал, оросительную систему делали, в деревне Ангжилтон проводили. И в это время здесь уже работала вообще на территории Казановки, в окрестностях, Среднеенисейская археологическая экспедиция, отряд под руководством Николая Анатольевича Боковенко из Санкт-Петербурга. И когда начали копать, выяснилось, что здесь работы, скажем, непочатый край, и уже такой исследовательский интерес появился у людей. И в этих раскопках 2 года участвовала археолог из Франции Софи Легран. И потом на основе результатов этих раскопок, ну и вообще по этой культуре, она защитила кандидатскую диссертацию. Что мы видим, что увидели, когда начали копать? Вот как я уже говорила, вон та центральная могила, и в ней оказалась похоронена была женщина в возрасте где-то 25 лет. Ну, по нашим меркам это молодая совсем женщина, а по меркам того времени это уже в возрасте человек считался. Ну, не старушка, но уже такого где-то ближе к 50, скажем, по нашим меркам, может быть, к 40 там. Ну, не 50, конечно, но 40 где-то лет ей уже было по нашим меркам. Оказалось, что это курганы Карасокской эпохи, это примерно 3200-2800 лет назад здесь хоронили людей. И когда провели раскопки полные вон того кургана и прилегающей территории, стало понятно, что это своего рода сенсация для археологов, потому что могилы кургана этого времени, классические, которые раскапывают на территории Хакаско-Минсинской котловины, выглядят следующим образом. Вот развернитесь, пожалуйста, направо, видите, вот там каменный ящик торчит, да, и небольшая оградка прямоугольная. Вот это классический карасокский курган. Выкапывалась яма, и обкладывалась она изнутри каменными плитами, получался каменный ящик или каменный гроб, можно сказать. Стенки выравнивались до одного уровня, прямо видно, что эти камни, плиты ломались по верхнему краю, чтобы все было ровно. И потом вокруг этого каменного ящика, этой могилы, делали прямоугольную ограду. Меньше, больше, это уже размерно. А здесь вот то, что раскопано было, ограда, посмотрите, также из вертикально вкопанных плит, они тоже подогнаны под один уровень, но ограда круглая. Вот это вообще, когда раскопали, ограда круглая, не поверили своим глазам. И еще вокруг вот этой центральной могилы еще 5 могил взрослых женщин. Именно женские только могилы были. Причем одна могила, лежала женщина в одной могиле, у которой внутри, в области груди, живота, были мелкие-мелкие косточки. То есть она умерла, будучи беременной. А там что, И фермер, да? Прокопьевича несут 2 женщины. Они его несут. Нет, по-моему, висят на нем. Машу бросили, Вот тебе и бивни черных скал. Ой, надо водичку. Как будто башня была сооружена. Или могила какая-то чья-то. Видите, вот тоже развалы. И вот тут так круглое сооружение, похоже, конечно, больше на курганчик, как мне кажется. Хотя, кто его знает. А эта часть, вот которую как раз разведку делали, раскапывали, вот в этой толще-то они были найдены. Вот это уже естественное, видимо,
камня. А вот это искусственное, вот отсюда хорошо видно. Это Искусственная кладка. Да, Мгм. вертикально, ой, горизонтально сложенные, замком, сухим способом, без цемента. Тут смотрите, кто-то может во время гражданской войны и орудия кто-то тащили. Смотри, 3 ячейки. Это мы сами себя не могли дотащить, а еще орудие сюда Так они тащить. горные орудия. А еще там... хочется, да? Да. Нет, обстрел, сектор обстрела очень хороший. Лупи. Пока вы будете здесь отстреливаться, они по дороге проскачут все, что нужно. Ну, возьмут. я говорю, здесь вообще пространство маленькое. Гражданскую войну, знаете, что могу сказать? Ну, по этому логу будем спускаться. А можно на экскурсоводу этот камень? Смотришь, я тебя тоже. Ура! Не, вон там спускайтесь, вон. Встань вот здесь, прямо на краю. И в полете снимок будет. Как вниз полетит, так все. Что-то ты прям стал как статуй. Верхние аниме, видите, мне шунда старафтындахался, причем это вулканические породы, вкрапленные. Мгм. Вот это вулканические породы уже вот, как цементированные. Нет, ну получается тогда вот эти фракции, они должны образоваться ранее, Да. получается, да. Либо, А вот эти, они позднее образование, потому что они... либо было одновременно, то есть когда эти вулканы у нас, как это сказать, извергались, да, вот эти камни попадали в океан этот, получается. И вот так как они тяжелее песка, опускались на дно. А, Как бы официально такое объяснение Да. да, на сегодня. Все здесь? Все здесь? Идем. Они еще там стоят. Ну тут тоже стояло что-то, ну упало. Здесь, не знаю, стояло, упало Не, ну, или судя нет. по основанию, что-то стояло. Да, если пройдем, посмотрим. Древний костер. Соловьевский. Древний, не древний, но это уже... Этой палкой били тот, кто заглядывал. Тут никого, вот эти вот. Вас, из спасти прошлого кого-то. привет. Или в будущее. Там По тропинке. А там дырка прячется, я думаю. Ну это не скоро. Ведь через 100, наверное. 100-300. Если не будет каких-то таких земных толчков сильных. А если есть такая прямая, почему прямо лохо поднялись мы это, да? Это романтика. А ну что, костер жгли? Откуда пожар? Ну, пожары же Сухая периодически. трава. Он, как будто бы там это... Да это взорвали уже. Аккуратно. И тут есть. Это местные экологи взорвать хотели, видимо. Экологи? Да, Так и боюсь. чтоб плита упала. Юморист. Баснописец. Ну, стенжидит, поехали. Пошлите. Я бы, что как всегда, голова болит.